Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В пожароопасный сезон этого года самолеты-зондировщики начали свою работу 16 мая. Как идет работа по искусственному вызыванию осадков, мы сегодня и поговорим с нашим гостем в студии. Это Иннокентий Андросов, начальник службы спасения Республики Саха-Якутия. Иннокентий Михайлович, здравствуйте. Рад приветствовать вас в нашей студии. Ну, давайте начнем, наверное, с такого вопроса. Сколько всего рейсов уже выполнено за весь этот период на данный момент и насколько, самое главное, успешно проводится работа по искусственному увеличению и вызыванию осадков? Ну, во-первых, я хотел сказать следующее. Да? Мы в этом году, наше Министерство по делам гражданской обороны и его подведомственная организация, вот наша служба спасения, работаем третий год по этому направлению. Оно было, во-первых, инициировано главой республики Александром Сергеевичем Николаевым, ну и поддержано президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Потому что мы все знаем о том, что последние годы у нас идет пожароопасный сезон, период, горим. Ну и исходя вот после 2021 года, когда горела вся Якутия, было принято, дано было поручение и отработали, и потом мы начали эту работу сделать, и сегодня мы уже, в какой-то степени считаем, что уже опыта набрались, и более спокойно, без обрала, нормальном таком штатном режиме работаем. Как бы упомянули, мы начали в этом году, стандартно с середины мая месяца, когда идут первые теплые дни, когда идут первые такие сухие времена, и начинаются пожары. Для предупреждения пожароопасности территории республики. Сегодня двумя бортами-зондировщиками, первый это Як-40, название его «Метео», центральной аэролыжской экспедиции, и самолетом Ан-26 полярных авиалиний, название ее «Атмосфера». Мы сегодня выполнили 27 полетов. Вот сегодня как раз после обеда в это время уже вылетает еще Як-40, и это будет 28-й вылет. Тут, конечно же, проходит, во-первых, подготовительная работа. Наш Центр мониторинга и прогнозирования службы спасения активно взаимодействует и работает постоянно Центральной аэрологической экспедицией, обсерваторией Росгидромета, и вот нашим якутским управлением гидрометслужбы. Во-первых, мы получаем информацию, где у нас ресурсные облака, направление ветра, потом, скажем, по каким этим территориям идет. И идет взаимодействие региональной диспетчерской службой авиалесохраны, где у нас какие пожары, и потом начинаем работать. Во-первых, мы предупреждаем, во-вторых, иногда бывают моменты, когда прямо стараемся попадать на лесные пожары. Сегодня 27 рейсов полетов выполнено, и мы уже перешли на второй договор. Мы заключили, на предусмотренные средства договор с Центральной аэрологической обсерваторией. Это 60 миллионов, мы ее отработали, и сейчас мы работаем по второму договору. Определенные это часы. Сегодня у нас осталось порядка 48 часов, но каждым вылетом у нас часы уменьшаются, поэтому мы стараемся как-то попасть на точки и вызывать осадки, где идут нормальные дожди. В целом, тут, нужно правильно понимать, много раз к нам стали звонить главы улусов, иногда даже поселения звонят о том, что у нас идет дождь, вроде бы там туча большая и так далее, и так далее. Но всегда мы стараемся уловить более такие ресурсные облака, чтобы шел нормальный дождь. Вот сегодня мы отработали, вчера, уже третий день отработали наши дальние улусы, Среднеколымский, Верхнеколымский, Авыйский и Мумский. Там идут достаточно сложные пожары. Во-первых, там труднодоступно, поэтому
конечно же, все просим от неба дождь. И вот вчерашний полет, и сегодня вот тоже на территории Момского района вызвали, усилили, и дожди идут. Ну и потом, конечно же, направлением ветра тучи, они перемещаются. И самое главное, вот мы должны проанализировать и прочувствовать, вот куда он дойдет, этот дождливый облако ветра. Вот. Сегодня мы утром, вчера был у нас план еще раз полететь в Тампонский район, где вот около Теплого Ключа, поселка, пожар совсем рядом стоит. Ну и сегодня утренние вот эти сводки показали о том, что там совсем минимальные вот такие дожди, где-то 1-2 миллиметра. Но вот ковиду там все-таки лучше стало по ресурсности, поэтому и решили все-таки поднять Як-40, и вот как раз сейчас в данное время вылетел. Поэтому вот обратные пути мы охватим, скорее всего, Татинские и Журавчинские улусы, где у нас уже засушливо, это на предмет повышения травостоя. Вот поэтому работа интересная, и это работа не только экипажа, это работа и московских наших коллег, но и Якутского управления гидрометслужбы и нашего центра по мониторингу и прогнозированию службы спасения. Вот как раз-таки об этой совместной работе давайте поговорим дальше. Как вы упомянули, эксперимент этот был инициирован главой республики, поддержан президентом России. Можно ли сказать, что этот эксперимент себя оправдал? Какая-то статистика есть или нет? Конечно, мы и по итогам 22 года, и вот прошлого 23 года Центральная аэрологическая обсерватория нам представила достаточно объемные отчеты. Мы просматриваем и вот как раз в это время и сравниваем. И в целом-то появление ресурсных облаков и фронтальных таких больших фронтов, оно закономерное. Из года в год мы уже знаем о том, что в этот период всегда дожди идут, и какой-то период его нету. Вот, поэтому тут в целом-то неожиданностей больших нету. Образование ресурсных облаков, фронтальных таких крупных облаков, оно известно. Поэтому сравниваем, смотрим. В прошлом году, как мы летали. А по данным этих отчетов мы опять-таки, во-первых, дать нормальные, правильные управленческие решения мы рассматриваем. И прошлогодние отчеты нам показали о том, что все-таки, где мы вызывали, увеличивали осадки, и там шли нормальные осадки, в прошлом году, допустим, начало пожара было очень редко. И в прошлом году Центральная Якутия, которая горела в 2021 году, в прошлом году вообще не горела. Совсем маленькие такие пожары были. Это не от того, что все сгорело. Там не все сгорело в целом-то. Может быть, какая-то 10% может быть, да. А так не было пожаров. В этом году, опять-таки, это мы ведем статистику. И в этом году мы охватили по 7 раз, вылетели по тем районам, где у нас проходят более активные пожары. Это Тампонский, Усть-Майский, Алданский, Нерюнглинский. По 7 вылетов. Мы охватили Белюйскую группу, 5 вылетов. Сейчас мы усиленно поработали по Колымской группе улусов, и сегодня самолет возвращаем, потому что там уже облаков ближайших не будет. Поэтому будем ждать. Поэтому эффективность есть. И в 2023 году, в прошлом году, мы даже точечно отработали в 2 местах. Это первый пожар, это произошел, он был между Ленском и Олекминском. Как раз в эти дни в городе Ленске там выезд республиканской комиссии был, и они отметили, что они обходили фронтальные эти облака, сказали, что идет как раз в сторону Олекминска хорошие такие тучи, притом они сопровождаются сильным дождем. Нас просили поднять борт и его усилить. Мы там отстреляли, так сказать, вызвали очень сильный дождь, и он на обратном пути, этот пожар был потушен. Поэтому
такие явления есть. Мы работали в прошлом году в этом Момском районе и в Амгинском тоже точно. Поэтому со временем опыт приходит, и когда более спокойно начинаем анализировать, наши специалисты дают более вот такие хорошие подходы проведения данной работы. Поэтому, конечно же, эффективно. Я вам больше скажу, эффективность вашей работы жители Нюрнбергского района ощутили в полной мере. Дожди были прям шикарные. По Среднеколымскому району, который вы упомянули, там в районе села Сылгыйтар существует угроза этому населенному пункту. И Тампонский район, как вы тоже упомянули, довольно сложная пожарная обстановка. Какая работа там ведется? Значит, по этим двум населенным пунктам сегодня, да, тревожно. Но более тревожно, конечно, в теплом ключе. Теплый ключ в целом Тампонском районе, вся предгорье она горела. Ну и ряд там крупных очагов было, и по мере, значит, там проводили обживи, встречные палы. Это тоже огонь, но он использует ветер. Ну и потом, когда вот ветер поменялся, конечно же, он обратно шел. Ну вот вчера, по данным вчерашнего дня, пока такой серьезной стабилизации нету, но наши коллеги и авиалесохраны, и Якутлесресурс, ну и местные волонтеры, местные жители, ну и спасатели с нашей службы сегодня там держат оборону и очень надежно. Потому что вчера и сегодня там активно работает водосливное устройство на Ми-8 Главного управления МЧС. Мы, значит, буквально вот к обеду сел на авиапорту города Якутска самолет Би-200, который тоже очень Главное управление МЧС России. Уже у нас 2 самолета, и один из них сегодня вылетит и будет, ну, во-первых, подобрать место, откуда он будет воду взять, и будет заливать вот, сверху. Это искусственный, ну, скажем, это точно искусственный дождь. Но для этого там нужны тоже нормальный фронт развития вот этого пожара. Поэтому в целом и правительство республики, и наш курируемый перевозный все правительства приняли все меры, которые мы сегодня отрабатываем и выполняем. Все взаимодействуем со всеми вот этими структурами. По Сылгыйтару, значит, очаг пожара был на той стороне озера, но сопровождаемый, значит, ветром попутным он обошел это озеро, и сейчас он уже, ну, не на подходе, но достаточно близко от населенного пункта Сылгыйтар, но сегодня там опять-таки работает 2 водосливных устройства. Это полярных авиалиний и Главного управления МЧС. Ну и кроме того, там увеличивали дожди. Поэтому вот там тоже, мы думаем, удержим, и все будет нормально. Поэтому, конечно, и в теплом ключе, и в Сылгыйтаре надеемся, что будет все нормально. Все вместе Я работаем. больше чем уверен, что все будет нормально и дальнейшая эффективная работа продолжится. Большое спасибо вам за беседу. Это была программа «Актуальное интервью» о работе самолетов-зондировщиков. Мы говорили с начальником службы спасения Республики Саха-Якутия Иннокентием Андросовым. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.